Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые спикеры. Я хочу сказать, что наша пресс-конференция проходит в режиме онлайн и на сайте Татар-Информ. Пресс-конференция посвящена итогам 8-го Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Представляю наших спикеров. Олег Лаевский, руководитель образовательной лаборатории и куратор фестиваля «Ремесло», директор Всероссийского фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя. Фарид Бекчентаев, художественный руководитель фестиваля «Ремесло», главный режиссер театра «Камала», председатель Союза театральных деятелей Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарстана и России, лауреат Государственной премии имени Тукая, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». И Нияз Игламов, программный директор фестиваля «Ремесло», заведующий литературно-драматической частью театра «Камала». Я передаю слово Фариду Рафкатовичу. И эксперт «Золотой маски». Ну, мою «Золотую маску» сказали, а мне Заровчи не сказали. Эксперт «Золотой маски». Какой-то вопрос будет, или я должен что-то сразу начинать говорить? Как этот фестиваль в этом году был организован? Ну, во-первых, я сразу, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, в первую очередь, Алексея Семеновича Лаевского, потому что, конечно, идея формы вот именно нынешнего этого фестиваля разработана была Алексеем Семеновичем и предложена нам. Мы обсуждали, выбирали, и, в общем-то, все, что предложил Алексей Семенович, практически все получилось. Правда, Алексей Семенович? Все получилось. Приехали совершенно уникальные люди мирового уровня, люди, которые проводили занятия, я не знаю даже, как это назвать, занятия, общение, передачи некоторого опыта. Вот, поэтому вот еще раз благодарю, Алексей Семенович, вас. Вот, также Нияз Раовч, Нияз, наш софлит, он участвовал в отборе спектаклей, приглашение этих спектаклей, отбора. Мне кажется, ничего случайного на фестивале не было. Ну, фестиваль называется же «Ремесло», поэтому я думаю, что здесь не стояла задача собрать такие совершенные какие-то спектакль, уже сложившийся, а весь смысл был как раз в том, что, например, на фестивале был показан спектакль кукольного театра из Челнов, поставленный Ильгизом Зайниевым, то есть это первый опыт его. Потом, значит, на фестивале был показан фрагмент дипломного спектакля 4-го курса, ну, курс, которым руковожу я. Поэтому ремесло, оно говорит само за себя, и нам как раз целью не ставилось привести такие совершенно идеальные, совершенные спектакли, а может быть как раз вот те зачатки такого предпрофессионального, непрофессионального. В этом может быть и ценность этого фестиваля лабораторного такого уровня. Вот, я думаю, вот сейчас и Олег Семенович, и Нияз Раовч что-то. Да, Олег Семенович, нажмите, пожалуйста, на кнопочку. Нажал. Ну, в свою очередь, я должен поблагодарить театр Камала и руководство Эльфира и Фарида, что они предоставили мне возможность вот, привести этих людей, потому что мне это кажется очень важным учиться. Как вы знаете, нельзя никому ничему научить, но можно научиться. И те люди, которые приехали, это, конечно, действительно мировой уровень. И очень хорошо, что сумели собрать режиссеров, и не только режиссеров Татарстана, и не только Татарстаном, что были из Башкирии, из Оренбургской области, из других городов. Жалко только, что можно было расширить аудиторию, все время же хочется делиться. Ну, понимаете, когда приезжает Адольф Яковлевич Шапира или там
Мацков, Перетрухин, Митя Черняков. Это уникальный опыт каждого из них, и чем больше людей их услышит, тем это интереснее. Хотя надо сказать, что подобные западные семинары, они другого немножко типа, но близкие, вообще строятся по-другому. Поскольку театр вложил средства в приглашение, платил дорогу, гонорары, проживание, то он может разослать, имеет право разослать информацию по всей России. Если есть желание у людей, заплатив деньги, приехать послушать подобных педагогов, то они могут это сделать, потому что на самом деле это все-таки редкий случай. Понимаете, если мы говорим, например, о Чернякове, режиссере, который ставит в Ля Скала, в Гранта Пера, вот сейчас он только что выпустил премьеру в Гамбурге, а завтра улетает в Париж репетировать в опера «Бастиль», то действительно уникальный случай, что он приехал вообще куда-либо в России. Самый известный случай из жизни Чернякова, когда Олег Павлович Табаков в телевизор говорил: «Митя, приди, твой артист Табаков соскучился по тебе, приди, зайди ко мне в гости». А здесь он был 2 дня и по 4 часа, по-моему, интереснейше рассказывал. И всегда жалко, что мало слышит, мало видит все это. Но все равно, мне кажется, что очень многое сложилось по этой части. Что касается того, что я увидел, потому что я посмотрел почти все спектакли, конечно, там был день, я улетал в Москву по серьезному вопросу, но остальное практически все видел. Мне кажется, очень интересно сформировал программу. Вот она разножанровая и разноуровневая, потому что Ильгиз первый раз в кукольном театре, и в этом есть такие открытия неофита, но и какие-то ошибки неофита. И об этом интересно говорить, рассуждать. Вчера мы посмотрели театр из города Уфа, «The-театр» с рок-балладой, вообще совершенно другой жанр, ближе к рок-концертам, но интересные актерские работы и включение в то дело, которым они занимаются. То есть вот уже не просто классический театр, а театр разный, это интересно, и полные залы, которые были, в общем, на всех спектаклях, которых я был, тоже говорят о том, что это интересно людям, они готовы говорить. Вчера было обсуждение, до этого мы вели обсуждение. То есть вот те задачи, которые я перед собой ставил и как организатор учебной программы, и как театральный критик, который включается в работу режиссеров и ведет обсуждение, мне кажется, они выполнены. Мало того, должен сказать, что вот сегодня будет спектакль, который привез из Челнов Денис Куснеяров. Это тоже наша с Фаридой часть работы, что Денис теперь работает в Татарстане, из Питера, взял театр и успешно работает. То есть вот та большая программа, которой мы занимаемся все-таки собирательством талантливых людей и их обучением, их воспитанием творческим, она работает. Ну, там, может быть, какие-то сбои все равно бывают, не все получается, но в целом это происходит. Вот мы сегодня уже обсуждали, есть замечательный парень в Екатеринбурге, Ренат Ташимов, он и драматург, и режиссер, ученик Николая Калиды, выросший в татарской деревне и даже языком немного владеющий. Почему не пригласить, почему не дать возможность посмотреть его спектакли, с ним попробовать работать? Вот это интересно, собирать. И мне кажется, что мы с Фаридом как-то в этом нашли общий язык. Спасибо, Нияз. Вы знаете, я тоже начну со слов благодарности. И хочу я в первую очередь поблагодарить все-таки наше Министерство культуры, которое поддерживает фестиваль «Ремесло». И на самом деле, если бы оно не поддерживало нас, мы бы многого бы не смогли, потому что у фестиваля небольшой бюджет, но сам театр бы все равно не смог нести только на себе, да, это, кроме организации, кроме проведения
финансовую часть не смог бы взять. И вот чем больше я езжу по России, чем дольше я по ней езжу, я понимаю, мне все больше почему-то хочется хвалить наше руководство и культурой, и республикой в целом. Потому что тот кромешный мрак, который накрывает нашу родину, на этом фоне, конечно, все-таки Татарстан – это оазис благополучия, и в том числе театрального, во многом. Благодаря им это происходит. И я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, журналистов, критиков казанских, пишущих, блогеров, неравнодушных к театру людей, которые как-то рефлексируют на то, что мы делаем, поскольку это очень важно донести информацию о том, что происходит. Мы все ресурсы задействовали, и совместно с вами, и какие-то индивидуальные театры Камала. Вот сидит наш замдиректор, который занимается этим, Ильшат Латыпов. Понимаете, вот пришло столько, сколько пришло, сколько мы пригласили. Есть часть людей, которые занимаются как бы творчеством в Казани и в Татарстане, которым просто, мне кажется, они не хотят впускать в себя какой-то космос дополнительный. Они очень гармонично живут и не хотят меняться. И это их путь, а у нас какая-то другая дорога. Вот, собственно, все. Спасибо. Спасибо. У нас есть вопрос от журналиста, который смотрит онлайн. Вы пока готовьтесь, коллеги. Все зададут вопросы. Радио ГТРК Татарстан спрашивает, насколько большой прогресс наблюдается, если взять самые первые фестивали «Ремесло» и нынешний 8-й. Наблюдается ли вообще прогресс? Кто смогет? Кто отвечает за Ну, я помню самый первый фестиваль, я помню, этот придумала еще Айгуль Давлетшина. Второе она придумала, а первый придумали вы. И вообще он был одна... Да, я не помню уже. Но я помню, что это все было как-то очень местечково. И, ну, наверное, так и все и начинается. Конечно, да, как-то очень местечково. Собрались там 2-3 человека, решили, давайте попробуем. А когда как назовем? Давайте назовем там ремесло, долго хенер, башта хенер, деп сөз шықты, по-моему, да? Потом там время. Прогресс. Вот, а прогресс, ну, как прогресс? Ну, мы вот сегодня же говорили. Тогда участвовали, например, только, я помню, 3 театра, Тиус еще тогда был, ныне покойный, жив, Чигишев, он участвовал в ремесле. Мы просматривали спектакли, которые были сыграны в Доме актера, свободная сцена, там «Я люблю тебя, Казань» был такой проект, они тоже участвовали. Вот. Это вот все касалось таких самых зачатков того, что тогда только-только начиналось, еще угла не было даже еще угла, а? Да, в малом зале были какие-то спектакли, я сейчас очень даже и не помню. Вот. Ну, постепенно подключился Олег Семенович, вот, как всегда, со своими неожиданными детскими проектами, потому что всегда это звучит как-то сначала неожиданно, потому что он предлагает такое, что даже как-то не верится. Но так как он человек эмоциональный, последний вот это ремесло, я был в Уфе, он мне звонит, я еду в машине в Уфе, он мне звонит и говорит: слушай, давай пригласим, значит, кого-то из режиссеров, выбирай, Шапира или Женовач. Я говорю, ну давайте, я говорю, переговорю с Женовачем. Я звоню Сергею Васильевичу Женовачу, он отказывается, говорит, я не могу. Я звоню ему, я говорю, он не может. Он говорит, ну тогда Шапира. Я говорю, не может быть, да, вдруг Шапира. Потом вдруг он мне звонит, а давай, говорит, пригласим Митю Чернякова. Я говорю, это нереально. Я говорю, он дорогой, мы не поднимем. Он говорит, вы видишь, он говорит, будет самым дешевым. И он действительно оказался самым для нас дешевым. Ну, как сказать, дешевым, я имею в виду по гонорарной части, естественно. Вот, поэтому прогресс, прогресс вы сами видите. Во-первых, вот за этот период с первого ремесла возникла площадка «Угол», возник Свияжск. Это все какой-то единый такой непрерывный набор набирается.
набирается, и театральная жизнь Татарстана обретает какие-то... Вот меня спрашивали тут до начала конференции, вот, понимаете, мне кажется, очень важно взрыхлить поле интереса к этому фестивалю, к тому делу, которым мы занимаемся. И интерес сейчас огромен. Другое дело, что не все верят в это. Например, никто до конца не верил, что приедет Митя Черняков. Просто, реально никто не... из Москвы звонят, вы с ума сошли? Он не приедет. Когда услышали, что там Шапира, что Перетрухина, Ксения, мои коллеги там в Москве, они все говорят: вы с ума сошли там, в Казани? Вы что, серьезно? Мы говорим: серьезно. Вот, поэтому, мне кажется, вот это вот поле сейчас так напиталось. Я думаю, вот следующее ремесло, я думаю, все больше то, что сказал Алексей Семенович, что да, мы можем смело рассылать не только даже по России, а по вообще и по зарубежью. И я думаю, интерес будет большой, потому что с Наврузом уже это произошло. С Наврузом, с форумом и с фестивалем это уже произошло. Заявок столько, что мы не успеваем дать отказать. Поэтому вот надеемся, что ремесло тоже вызовет огромный такой интерес, необходимость, потому что должна возникнуть необходимость этого дела. Вы знаете, я отвечу на этот тоже вопрос, хотя, конечно, имея на это не так много прав, я не так давно занимаюсь с этим фестивалем. Но я думаю, что начиная с первого фестиваля, начиная с Наврузов, который делает театр Камала, показателем этого прогресса, хотя слово «прогресс» не совсем уместно здесь, показателем того, что дело растет и движется, действительно возникновение театра «Угол», появление акт-театра, появление пакет-театра, появление каких-то студенческих работ. Это все спровоцировано тем, что в городе есть театр Камала, который делает большое дело. Понимаете, если не было, сидели бы все там под своими крышами, ничего бы этого не возникло. Потому что это и есть провокация, это и есть вербовка, это и есть предложение, от которого потом не отказываются. Раз занимается лабораториями, все-таки в театре Камала возникли спектакли после лаборатории, который проводил фонд «Живой город». Мало того, на татарский язык переведено много пьес, и современных, и западных, и российских драматургов. И это тоже часть вот этого большого процесса. И поэтому, конечно, ремесло сюда входит какой-то частью. А прогресс – это и регресс. Мне кажется, что это просто развитие, движение. И мы на одном этапе. Потом может немножко затихнуть, потом, может быть, еще возникнет взрывно. Кто это знает? Но то, что залы полные, люди есть, и молодежь ходит, и им интересно, и в дискуссиях участвуют, остаются после спектакля и не бегут домой. Вот это все и есть вот это большой бульон. Насчет молодежи я просто немножко... Адольф Яковлевич Шапира приехал первый день, шел спектакль «Мулла», Камал театр, да. Он человек неугомонный, он сразу, мне еще Алексей Семенович позвонил, сказал: что-нибудь есть в Казани посмотреть у вас в театре? Говорит, очень хочет Адольф Яковлевич что-то посмотреть. Я говорю, вот «Мулла» спектакль, будет он смотреть? Конечно, будет. И он пришел, посмотрел, он сказал очень много хороших слов, но первое, что он вышел, он сказал: удивительно, в зале много молодежи. В театре Камала удивительно, в зале много молодежи. Вот это, наверное, тоже имеет какое-то отношение к ремеслу, к тому, что мы замутили. Есть чем гордиться. Да, пожалуйста. Маргарита Паснова, телеканал «Эфир». Фарид Равкатович, возможно, кто-то из молодых режиссеров рассказывал, что они конкретно почерпнули на мастер-классе? Несколько примеров. Мы пока еще не общались, пока все немножко пребывают в каком-то таком... Я сейчас слово... что мы пользуемся этим словом, у всех взрыв мозга.
У кого не спроси, они вот так немножечко в каком-то таком потрясении находятся, потому что действительно такое обилие информации и поводов к размышлению, к переоценке каких-то вещей. Студентка моя одна сказала, когда мы репетировали спектакль, вот, не спектакль, этот фрагмент Васы Железновой, я посмотрел прогон, я говорю, что произошло, почему у вас так все плохо? Ну, начал все педагоги ругать. Я говорю, почему плохо? Она говорит, ну вот идет же ремесло, и, видимо, у меня что-то поменялось. И я, говорит, не могу сейчас. Надо мне, говорит, по-новому репетировать. Я говорю, ну, мы же сейчас не собираемся что-то по-новому. Ну, в общем, у них у всех взрыв вот мозга. Они просто... Вот сегодня еще был последнее занятие, да, Маноцков, Саша Маноцков проводил, композитор, занятий. Я думаю, что еще мы будем с ними общаться, разговаривать, спрашивать. Анна Торлецкая, московский комсомолец Поволжья. Фарид Равкатович, мастер-классы, которые проходили в рамках фестиваля, они рассчитаны, подготовлены для специалистов, да? Спектакли самого фестиваля неподготовленному зрителю тоже понять их всю глубину, весь масштаб оценить сложно. Скажите, все-таки фестиваль «Ремесло» рассчитан на профессионалов или на широкую аудиторию? Спасибо. Я думаю, на профессионалов. Но я бы сказал, не профессионалов, а не до профессионалов. Я не согласен с Фаридом, потому что, во-первых, как бы в вашем вопросе есть утверждение. Ильгиз поставил «Землю Эльзы», по-моему, прозрачный текст, простой и ясный, даже с оттенком такого сериальности, на мой взгляд. И зритель его воспринял, и час еще обсуждал спектакль с Ниязом, абсолютно понимая, что происходит. Все залы полные, никто не уходил. Вчера дискуссия вокруг спектакля «Рок-баллады» длилась тоже около часа. Это иллюзии, вообще, это жупел, ярлык элитарного искусства, он давно устарел. Мало того, исчезло понятие, общее понятие зритель или публика. Есть свои сегменты. На рок-балладу, конечно, пришли в большей степени молодежь. Но и на Мулу пришла молодежь. Например, на «Землю Эльзы» больше возрастной зритель. Посмотрим, что сегодня будет на «Ревизоре». Но это же спектакль обычного репертуара. Здесь нет какой-то, к сожалению, нет сверхэлитарности, потому что если была бы возможность сложного сценического текста, то было бы здорово, потому что на самом деле мы пренебрежительно иногда относимся к тому, что зритель, если ему внятно сообщаются условия игры, он хорошо читает сложные сценические тексты. Если художник путается даже в простом кукольном спектакле, то и зритель путается. Если художник ясен, то и зритель ясен. Вы знаете, для меня был очень примечательный немножко ответ на другой вопрос. Одно из таких серьезных событий этого ремесла – это встреча как раз Фарида с Черняковым, потому что Фарид недавно выпустил «Дон Жуана», а Митя в «Экс-эн-Провансе» выпустил спектакль, который сейчас стал таким каноническим, одним из шедевров в театре «Дон Жуан», который Дон Джованни Моцарта. И оказалось, что эти два художника совершенно разных, созвучны в понимании Дон Жуана 21 века. И это созвучие, и Митя подарил Фариду диск с записью, это созвучие говорит о уровне вашего театра, который, в общем, близок и понятен в мировых пространствах. Вот это важно, а кому-то что-то не понравилось, это уже тут, понимаете, нет, это давно уже не может быть этой ориентировки. Не нравится, встал, ушел, пришел домой, включил телевизор, смотри «Дом-2». Никто тебе ничего не запрещает, ты свободный человек, живущий практически в свободной стране. Я, наверное, сказал больше о вот этих занятиях. Я сказал больше, наверное, о занятиях. Я как-то... Там-то вы со мной спорить не будете, что там для профессионалов? Нет, а в залах-то биток. А? Битковые залы, везде народ. Вот попробуйте сейчас проникнуть на «Ревизора». Это сложно для того, кто не аккредитовался, например, заранее. Дальше. Вот видишь как. И не только, и на «Землю Эльзы, и на все.
на все другие спектакли. Иногда спрашивают, почему там на большой сцене у нас редко играют. Дело в том, что зависит от формата. Очень многие театры молодым режиссерам дают попробовать, дают возможность, постановку именно в камерном пространстве. Для этого лучше подходит, конечно, помещение дома актеров, угла, наша малая сцена, какие-то другие места. Фәрит әфәндегә сорау Рөстәм Исхаков. Менә яшьләр күп дидегез анда спектакльләрне карарга килгән. Яшьләр битендә алар күп шикелле, аларның ниндидер кыйммәтләр, идеология манда яки анда ниндидер нәрсәдер аларга кирәк, аларның каны кызу. Милли кыйммәтләр аларга биреләме һәм менә илдә вазгыять үзгәреп куйса манда, мәсәлән, Русиялеләр милләте бердәм милләт барлыкка китерә башласалар, театр бу очракта аларга юнәлеш күрсәтә аламы? Мәсәлән, мин инде бу очракта спектакльләрдә нинди кыйммәтләр бирелә? Беренче сорау, икенчесе, нинди идеология бармы бу һөнәрдә, милли идеология? Фәлсәфәирәк сорау. Yok, birinchi so'rovni bek anglab bitirmadim. Милли кыйммәтләр. Ну, agarda татар театрына 110 ел һәм ул һаман яши, һәм яшьләр анда йөри икән, димәк, татар яшьләре йөри икән, димәк, ул сорауга җавап шунда ята. Мулла образы бит ул төрле кешеләр төрле хис тудыра шуның. Ну, минемчә, театрда төрле хисләр уятырга тиеш тә. Идеология дигән сүз минемчә гомумән театрга туры килми. Идеология белән бүтән кешеләр шөгыльләнә. Театр идеология белән шөгыльләнми. Бу минем фикерем. Милли горурлык хисләре уяту. Милли горурлык хисе, әгәр дә әйтәм, шул кич белән җыйналар икән театрга, үз телләрендә, үз гореф-гадәтләрен карыйлар икән, бу минемчә милли горурлыкны саклый торган һәм уята торган күренеш. Шул ук җилкәнсезләр спектакле, шул ук мулла спектакльләре менә күптән генә төшеп калды. Ут күршеләр, телсез күке. Аның төп сәбәбе нәрсәдә булды ул төшеп калуның? Бер әйткән Бу минемчә сорауга без инде шактый гына җавап бирдек. Хәзер бу минемчә урынсыз сорау. Без шактый гына җавап бирдек инде. Һәм гомумән әйтәм, идеология профессионал театрда ул һәр хәлдә мин ул нәрсәдән читтәрәк җиргә тырышам. Бәлки менә Нияз нәрсәдер истәр. Істейм, әлбәттә. Хикмәт нәрсәдә? Гомумән минемчә, мәсәлән, театр беркемне дә бер нәрсәне өйрәтми. Өйрәтергә тиеш түгел. Ул күрсәтә ситуацияны. Һәм кеше, тамашачы, үзе сайлый. Хисләр аркылымы, образлар аркылымы, кем ничек, сюжет аркылымы, кемдер күбрәк, астынрак карый, кемдер ничектер тирәнрәк уйлый. Кешедән үзеннән тора. Ләкин һәр килгән тамашачы ул үзе җавап эзләргә тиеш. Без әгәр аңа әзер җавап бирсәк театрда, димәк ул театр уже түгел, ул дворец съездов булачак. Чынлап та бер тавыштан, бер идеология белән һәр кеше в едином порыве бер спектакльне кабул итсә, бу театрның юлы, димәк, дөрес түгел. Шуңа күрә, әлбәттә, өйрәтергә тиеш түгел, тәрбияләргә тиеш театр. Менә шул фикер. Һәм әлбәттә, милли кыйммәтләрне, ничек инде, аларсыз татар театры яши алмыйсыз, чөнки сез күрәсез, сез белмим, күрәсезме, юкмы? Мин күрәм, мәсәлән, мин күптән генә кайттым Финно-Угыр фестиваленнән Марий Элдан. Арча булдым, сентябрь аенда булдым Бурятиядә. Монгол телдә уйнаучы спектакльләрнең фестивалендә. Һәм мин карыйм, ничек алар кемдер бирешә, урыс теленә күчә, кемдер юк, каты тора. Шуңа күрә монда да бик теге һәм аңларга кирәк, менә шушы сорауларда ниндидер теге провокация элементы бар. Чөнки бөтен театрларны, татар театрларны, мәсәлән, бик күп тәнкыйтьлиләр. Менә сез бик күп теге хәзер тәрҗемә әсәрләре белән мавыгасыз, бик күп тәрҗемә әсәрләрне куясыз. Нишлисең?
Без бит хәзер бөтен дөнья контекстта яшибез, глобализация вакытында. Әгәр без консерва кебек саклый алабыз икән үзебезнең мәдәниятебезне, димәк ул бер нәрсә, ләкин беркем дә саклай алмады әлегә. Димәк без Ияз, мында сине бүлеп, просто істейм әле, ол ничегрәктер, менә ничек икән ол мәсьәләне, урысча әйтим, убрать с повестки дня. Убрать с повестки дня. Ол сорауны, ол безгә претензияны бирә торган кешеләр бөтенләй тарихны, татар театрының тарихын белмәүчеләр. Сез карагыз, сәйер труппасы башланган көннәреннән үк башланганда нинди әсәрләр куйдылар алар? Нинди әсәрләрне уйнандылар? Һәм хәзерге репертуарга карамыйча, афишага карамыйча, безгә претензия белдерәләр. Безнең бүген зур сәхнәдә, Камал театрында бер генә тәрҗемә әсәр бара. Бер генә. Сез карагыз, 90-нчы елларда 5 тәрҗемә әсәр бара иде. Бер кеше бер сүз әйтмәде. Нишләптер хәзер бәйдән ычкынган этләр кебек ташландылар. Нәрсә булды соң бу? Аңлатыгыз менә минем сорауым сезгә. Нәрсәдән чыга бу? Нәрсәдән чыгып сез шундый сораулар бирәсез? Гаип ташлыйсыз. Мин гаеп ташламадым, Фәрит. Юк, сез түгел, сезгә махсус сезгә генә түгел. Гомумән журналистикага, татар журналистикасына бигрәк тә. Нинди каян чыккан сүз шул? Һәм минемчә, Фәрит Рафкач, гафу итегез, инде хәзер үзем бүлим сезне. Менә 3нче көнне карадык без Земля Эльзаны татар телендә Әлмәт театрында ничек кенә җылы итеп кабул итте аны халык. Бер нинди проблема юк, минемчә, менә шушы повестки дня дигәннәр ул само собой уйдет, потому что это просто на самом деле глупость. Это раздувает определенные люди, которым это выгодно, которым на самом деле, у которых ничего нет, кроме воспоминаний о родной деревне, каких-то детских. В голове я имею в виду. К сожалению, некоторые из них укоренены в нашей культуре. Что с ними делать? Ну, они сами постепенно уйдут. Сейчас молодежь уже другая. Вот. Для тех, кто не понял, объясняю, что дискуссия шла о роли в национальном самосознании татар, вот, театра вообще и ремесла в частности. Ольга, у вас был вопрос? Ну, в целом. Мен сұрау бермекші болам. Русша бергенсің? Татарчада мүмкін міне бірінші һөнәр фестивалі шундай знаменательный болған еді, міне русша сөз қысырам енді. Ол фестиваль бізге шул қадар яңа исемнәр биреп калдырды. Яшь режиссерлар. Олар төркем белән килделәр. Хәтерлисезләр, Сәмерхановлар, Эмиль Талиповлар да шул вакыттан кызлар, әнә Әлмәт театрында, Тинчурин театрында режиссер кызлар бик мул булып истә калды. Калганнарыннан да шулай төшеп режиссер исемнәре кирдеме безгә? Яңа исемнәр. Кызганычка каршы быел кермәделәр, ләкин алар катнаштылар. Менә Әминә Миндиярова һәм Олег Кинжегулов, алар менә быел бетерәләр. Миндә укыйлар алар. Но монда бит сез искә төшергән кешеләр, ул ничәнче елны булды? Без беренче 9-нчы елны, 9-нчы елны, юк, без беренче мәртәбә курсыбызда 6 режиссер тәрбияләп карадык, татар режиссерлары. Ләкин бу профессия күрәсең шул хәтле. Ул штучный бит, күп була алмый. Шуңа күрә килмиләр бит. Килмиләр. Менә әйтәм, бу курста менә 4нче ел укыйлар, 2 генә кеше килде бу профессиягә. Безнең режиссер буласыбыз килә. Берсе Уфадан килеп төште, берсе мәдрәсәдә килеп төште. Бәлки килмәүләре кирәктер дә, чөнки режиссерлар күп була алмый. Юк, шуңа күрә бу юлы яшь режиссерлар, ну менә Илгиз бар.
Нишләп юк. Лилия һаман менә Ну, бөтен Илгизі һөнәрләр- санамыйбыз инде ул. Нишләп? Yok, söz bit яңа исемләр турында бара. Мен ремесло буенча сорыйм. Мислоны Курчак театр дөньясы өчен Илгиз Зәйниев исеме өр-яңа. Юк, сез мине аңламадыгыз. Мен бит ул турыда түгел сорау. Мин аңладым. Юк, Быйыл, быел дөрес әйтәсез. Менә бу юлы Татарстаннан режиссерлар ачышлар булмады дип әйтерлек. Менә Миндиярова күрсәтте үзенең кичкенә генә бер фрагментын гына. Ну, ул әле пока уку дәврендә, шуңа күрә укып бетергәч, алар менә май аенда үзләренең спектакльләрен күрсәтәчәкләр һәм киләсе ремеслода минемчә аларның спектакльләре булачак. Шуннан соң менә мәсәлән безнең һәр Мәскәүдә 4нче курста укый Айдар Забаров. Ул киләсе ел кайтып бездә спектакль куярга тиеш. Гайс Хакис әсәре буенча. Мин аны махсус выделять итеп әйтәм. Мәскәүдә укыса да ул Гайс Хакины сайлады үзенә. Шуңа күрә киләсе ремеслода бәлки татар режиссерларын без күрәчәкбез. Һәр хәлдә бер эш кеше яңа исем татар режиссерлары булачак. Аннан журналистларны яклап та әйтәм әле. Без бит тәрҗемәгә бәйләнгәнемне, мәсәлән, мин шәхсән үземнең бәйләнгәнем юк. Аларның кирәк дип тә саныйм. Татар Камал театры, безнең татар театрлары күп премьералар куйган театрлар Союз буйлап та бигәс. Алар күбрәк классикада эшлиләр. Безнең драма әсәре язган һәр кеше үзенең куелачагына ышанып иҗат итә дип беләм мин. Шул намысы комплимент. Рахмет сезгә, Япа. Вот вопрос все-таки у Ольги не прозвучал. Добрый день, Ольга Галышина, Татар-Информ. Фарид Равкатович, насколько, на ваш взгляд, оказались оправданными эксперименты молодых режиссеров на ремесле? Ну, я Не затмили ли попытки экспериментов саму суть в спектаклях? Я тут на этот вопрос не смогу, может быть, Алексей Семенович, потому что я не все спектакли смог посмотреть. Нет, действительно, я не все спектакли смог посмотреть. Дело в том, что это продолжение вот этого бессмысленного разговора. Искусство вообще эксперимент, понимаете? Театр эксперимент, искусство эксперимент. Без эксперимента это копиистика. Это сидеть и срисовывать или писать по пописям. Это без эксперимента. А все остальное эксперимент. Наша жизнь эксперимент, понимаете? Она один раз и делается, и ведь все эксперимент. А что не эксперимент? Это что значит? Это значит, все выучили роли, вышли на сцену и что они делают? И то, если даже они будут пытаться делать то, что они делали как 100 лет назад, все равно будет экспериментом, потому что все меняется, восприятие меняется. Это часть какой-то газетной мифологии, которая противопоставляет одно искусство другому. Хотя все это одно большое поле, на котором мы занимаемся душой человека и пытаемся его объяснить ему, собственно говоря, чем занимается театр. Театр занимается вообще впечатлением. Мы же не массовое искусство. У нас зрители там в зале от 500 человек до 100. Мы занимаемся только тем, что можем произвести какое-то впечатление. Среди огромного количества впечатлений, которые нас сопровождают целый день. И, возможно, наше впечатление когда-то послужит в каком-то руководством, в каком-то хорошем поступку. А больше мы не влияем на умы, мы же не пропаганда. Совершенно разные вещи. Эксперимент, он постоянен, и он и составляет суть человеческой деятельности. Поэтому надо пытаться понимать, что нельзя ничего испортить, и нельзя... Все существует самостоятельно. Плохой спектакль проходит, а книга остается. Снял с полки, перечитал, она никуда не делась. И хоть какой эксперимент. По-моему, это просто сам вопрос выдуманный противопоставлением. Не надо ничего противопоставлять. Все общий поток. Большой поток жизни. Спасибо большое. Вот резюмируя все-таки тему разговора, я понимаю, еще рано, сегодня еще будут просмотры, но вот на будущее какая работа над ошибками, если они были, будет проведена? Что вот в следующем ремесле планируется? И планируется ли?
Ну, это трудно сказать, понимаете, это все надо думать. И дело в том, что вот наша задача с Фаридом была все-таки, если попытаться понять, почему мы пригласили этих людей, то, конечно, а мы опять ремесло, это фестиваль, прежде всего, профессиональная его часть для режиссеров. Режиссер это, конечно, хоть это и профессия демиурга 20 века, потому что 21 век эту профессию тоже меняет, деформирует и вообще отменяет иногда. Но я, как человек, может быть, 20 века, все-таки приверженец того, что режиссер, творец, который должен расширять кругозор, меняться, менять свое сознание, учиться. И приглашение этих людей – это диалог режиссера-режиссера, режиссера-художника, режиссера-композитора. У нас есть еще, например, диалог режиссера-балетмейстера, может быть, мы на будущий год это сделаем, или режиссера видеоарт. Все знают, что сегодня видеоарт очень резко вмешивается в театральный процесс, и делать это грамотно, умно, и этому учиться, может быть, мы в этом направлении пойдем. А может быть, мы пойдем в направлении как раз встречи с философами, драматургами, и политологами, не знаю, журналистами, людей широкого кругозора. Потому что вот надо выбираться из этих узких рамок, бесконечных узких рамок. И ваш спор о национальном, дело в том, что на каком бы языке он не велся, но этот спор я слышал на всех языках мира. И он правомочен, на самом деле очень серьезная тема. Как в глобальном мире сохранить свою культуру. Для меня это очень важная тема. Я этим серьезно занимаюсь, потому что, работая в Хакасии, я же вижу, как хакасские артисты учат текст на хакасском языке, потому что они его не знают. Они просто выучивают слова какие-то. И исчезновение языка – это большая трагедия для всего мира. И, конечно, вы в больше благоприятном условии, чем те же буряты, где тоже язык умирает. Я как раз сторонник того, чтобы в театре Камала не шло никогда ничего на русском языке. И особенно детские спектакли, к сожалению, которым театр Камала мало занимается, потому что отсюда все и начинается. Три спектакля. Это мало. Потому что надо... Если бурятский театр, это моя ссора с бурятами, они играют, бурятский театр играет детские сказки на русском языке. Башкирский тоже. И башкирский тоже, это безобразие. Понимаете? Вот это проблема. А проблема тем, деревня, или это же, понимаете, на мой взгляд, татарский народ как бы вырос, он же развивается. Есть масса мужчин, которые вспоминают армию как самое главное событие своей жизни. Как будто им всем по 50 лет они вспоминают, как они служили там 20-летними, и больше за их жизнь ничего не произошло, что они могут запомнить. В истории татарского народа, кроме части деревни, есть огромная история, культурная история, о которой можно говорить. Мало того, она уже вписывается в мировой процесс. И уже не закроешься, как не закроешься от плохих продуктов или там, от ненациональной одежды. Ну вот, закрылась Северная Корея. И что? Все равно этот процесс будет продолжаться, глобализация. Сохранить язык, в языке живет культура. Сохранить традиции важно, но чем больше замыкаешься ты, тем будет больше размыкаться следующее поколение. Все равно будет искать, как выйти из этого. Поэтому лучше этот процесс возглавить, чем пытаться что-то задавить. Это вот такое мое другое или какое-то мнение. Вот вопрос к Лаевскому. Скажите, каковы все-таки, вы взгляд со стороны и особенности, может быть, театрального процесса в Татарстане? Куда он развивается? Каково его место сейчас на карте России? Вот и достоинства и недостатки. Главное, что вы сказали, что он есть на карте России. Понимаете? На самом деле, театр Татарстана есть на карте России. Есть Дальнего Востока нет на карте России, практически. Никто не знает, что творится, кроме специалистов, что творится в огромном городе Владивостоке, и вообще в целом регионе, что такое Чита, что такое Благовещенск, немножко есть один театр в Хабаровске. А в Татарстане
Я знаю, что есть в Челнах, что есть в Буинске. Ну, я знаю, ладно. Но и театральная Россия знает, что такое Челны и что такое. Ну, я же не говорю про театр Камала, который, ну, не просто на карте России, все-таки участник многих серьезных фестивалей и Фарид серьезный художник. И опять-таки, понимаете, если есть художественный лидер в республике, вокруг него будет все равно копошиться жизнь. И ученики Фарида, а в свое время Сальмижанова, они и делают этот театр. И он есть, и, им кажется, не просто развивается. Мало того, вот опять-таки одна из наших с Фаридом идей привлекать татарских ребят, которые, пускай и не знают языка, но все равно выросли в какой-то среде, живут в России. Вот Денис Хуснияров, который здесь появился и работает. Приезжал Дамир Селимзянов. Вот сейчас с Ренатом будем работать еще. Радик Букаев, который сейчас стал главным режиссером в Краснодаре. Все равно собирать надо собирать национальное. Но национальное как в широком смысле, а не в узком. Все равно время меняется. Я прошу прощения, мы превысили лимит Да, пресс-конференции. нет, ну, Задайте вопрос в частном порядке после Нет, пресс-конференции. ну у нас что, один Спасибо татарин большое. форум задает вопросы, что ли? Нет, не только. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо за